Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем уроки по мужскому башкирскому танцу. Сегодняшний урок у нас будет называться «Джигит и хозяин земли». В мужском башкирском танце очень много используется выпадов, приставных шагов, и все эти движения делаются с хорошей постановки ноги. То есть, если мы делаем выпад, мы очень плотно ставим ноги на землю, потому что башкиры были вотчинниками, стояли на своей земле. Это, я думаю, определяло манеру исполнения. Самый простой выпад — это 2 удара ногой и дробушку. Дробушку мы проходили на первом уроке. К этому выпаду добавляем башкирскую дробушку, и получается такой элемент. Все элементы в мужском танце, все подбивки, приставные шаги, еще раз повторяю, делаются с уверенной постановкой ступни, уверенной постановкой ног на землю. Следующий элемент — боковой ход с подбивкой правой ноги, а левую. Чтобы сделать этот элемент, надо ноги поставить на уровне плеч, ударяем правой ногой о левую ногу, и после удара первой опускается правая нога. Это первая часть дробушки. Как мы слышим, тут идет тот же рисунок, ритмический рисунок, это топот коня. Это первая часть. И туда добавляем 2 удара ступней правой и левой. Следующий элемент — совмещение полудроби с приставным шагом направо. Первая часть этого элемента — это полудробь, нам известная, а вторая часть — ставим носок правой ноги в сторону и приставляем левую ногу к правой ноге. Это первая часть, вторая часть. Еще раз. Сейчас все это попробуем сделать под музыку. Мы завершаем урок, который мы назвали «Хозяин земли». Повторяем, что башкирский танец мужской исполняется с очень хорошей постановкой ног на землю. Джигит уверенно вступает по земле, потому что он является хозяином на этой земле. И, соответственно, вот это определяет положение ног в башкирском танце. Жду вас на следующих уроках. До новых встреч!